продолжаем нашу постоянную рубрику «Друзья Тинчурина», Тинчурин. И с нами сегодня еще одна гостья, наш друг, партнер Анна Сокольская, музыковед, доцент Казанской государственной консерватории. И мы сегодня будем говорить о том, что планируется в ближайшее время в нашем театре. Немножко поговорим, как вы понимаете, про музыку, и даже не столько про музыку, про оперу, потому что не случайно Анна именно сегодня с нами. Я у тебя хотела спросить, завтра у нас последний день, когда мы принимаем заявки на нашу оперную лабораторию, которая проводится совместно с театром Тинчурина и Казанской государственной консерваторией. И вопрос такой с подвохом. Не кажется ли тебе странным, что в драматическом театре в татарском проводится оперная лаборатория, в то время как у нас существует специально отведенное для этого пространство, я бы так сказала, у нас есть театр оперы и балета, и, собственно, другие локации есть, и почему драматический театр, и почему оперная лаборатория у нас? Доброе утро, во-первых. Нет, мне не кажется абсолютно это странным, и, насколько я знаю, для Тинчуринского театра это уже не первая такая вылазка на оперную территорию. Например, когда в 2017 году в Казани проводилась оперная лаборатория Оперлаб, она, правда, работала немножко по другой схеме, чем будет работать УМА, я потом расскажу. Итоговые показы спектаклей, там было в итоге написано 3 оперы, 2 одноактные, 1, по-моему, полнометражные, они были весной 2019 года показаны именно здесь, силами оркестра Сфорцанда и специально набранных артистов. Так что для Тинчуринского театра это все-таки не первая ситуация такого рода. И мне кажется, что опера вне оперного театра — это сейчас ситуация, скорее рядовая, чем исключительная. Опера ставится и в нетеатральных пространствах, и вообще сам вопрос о том, что такое жанр опер, он сейчас более чем дискуссионный. А ты можешь про это отдельно поговорить, потому что у каждого из нас есть представление о том, что такое опера. Я человек, который вырос благодаря моей маме в театре оперы и балета, и Шаляпинский фестиваль, представление о том, что опера, например, Верди, да, или Вагнера, то есть есть представление о том, что такое жанр опера. А сегодня как-то изменилось представление об этом? Если мы будем считать, что опера начинается с Моцарта и заканчивается Пуччини, даже и в этом случае все-таки речь не только о площадках оперных театров, потому что мы все знаем и коммерческие, более какие-то нишевые оперные проекты, которые делаются, например, в виде опен-эйров, чаще коммерческие, наверное, все-таки. Но на Пуччини, к счастью для нас всех, история оперы не заканчивается, и даже на Шостаковича она с Лигдемитом не заканчивается. Есть ли такие проекты в других местах? Мне кажется, сейчас просто бум какой-то лабораторный, в России, по крайней мере. Кооперация, да, которая достаточно регулярно работает, Оперлаб в разных городах. Режиссерская, я знаю, была недавно, если не ошибаюсь, Байкал Оперлаб. В Уфе, подробностей не знаю, но я знаю, что тоже была оперная лаборатория. Мне кажется, это еще какое-то, может быть, даже ковидное поветрие, потому что лабораторная работа, она на выходе подразумевает какой-то, может быть, эскизный, а может быть, камерный формат того, что получится. То есть ты думаешь, что это связано... Я просто пытаюсь тоже переосмыслить, почему именно опера, если проводить параллели, то так бывает, по крайней мере, в исторической науке, которой я занималась до этого долгое время, так получалось, что есть определенные, скажем так, области, которые являются таким локомотивом, то есть в ней начинаются эксперименты. Я, например, приведу пример с медиевистикой. То есть ученые-медиевисты придумывают что-то такое, которое потом транслируется на все остальное. Может быть, с оперой сегодня происходит примерно что-то похожее. То есть люди, которые... И не случайно именно лабораторный формат, потому что
все-таки он отличается же от просто репертуарной постановки оперы. Может быть, это какое-то такое поле для эксперимента сегодня оперы? Да, опера всегда поле для экспериментов. Вопрос, о чем мы говорим. Если мы говорим о репертуарной, той самой, которая от Моцарта до Пучини, то там роль экспериментатора, она отводится режиссера, а самим текстом, в общем, как правило, ничего и не делается. Вот. Под текстом ты подразумеваешь именно либретто или партитуру, да. Мгм. Вот. Если речь идет о создании новых опер, то даже самые ярые традиционалисты говорят, новый экспериментатор, вот экспериментируйте. Вот. Другое дело, что институционально такие проекты, они, по-моему, просто обречены быть лабораторными. Мгм. Вот. У нас будет, как я понимаю, ситуация несколько другая в мае. То есть это будет не разовое мероприятие. Но это будет Да. не разовое мероприятие. Ну, собственно, это первый такой проект, который мы планируем. Мы ищем, кстати, кого мы ищем? Мы очень ищем художниц. Также мы ищем женщин-композиторов и женщин-драматургов. В идеале владеющих татарским языком и, как минимум, интересующихся темой истории Казани и Татарстана в 20 веке. Я думаю, что здесь мы, наверное, давай с тобой расскажем об общей рамке лаборатории. Вообще, какая тема будет лаборатории? Она называется «Умай». Тему этой лаборатории предложила казанская поэтесса Елдоса Минулина. И, ну, собственно, само название. Тема, она обсуждалась рабочей группой Анной Сокольской, мной Елдос и Туфаном Мудином, главным режиссером театра Тинчурина. И мы подумали о том, что тема женщины, вообще не просто тема женщины, а роль женщины в трансляции культуры, в передаче информации, роль женских сообществ, да, женщина и язык – это те темы, которые сегодня кажутся нам важными, актуальными, как будто бы даже взывающих к тому, чтобы про это подумали, но, посмотрев вокруг, мы как-то не нашли ничего, скажем так, такого, чтобы могло бы закрыть эту лакуну, и поэтому мы подумали, что силами лаборатории мы могли бы отрефлексировать и травмы поколений, которые, например, были, и наследие, которое есть. И, собственно, у меня у самой есть проект, который называется «Мир татарской женщины». И я могу сказать, что, с одной стороны, это очень дискуссионная тема, и действительно мы возвращаем именно женщин в пространство города, которое звучит в большей степени мужскими именами. И для меня важно показать, что были женщины, они были разные, с разными судьбами, они связаны с разными локациями в городе, и что, ну, как менялось у нас, собственно, первый такой большой блок, он посвящен 19-20, началу 20 века, советскому периоду, если получится, будет и современный период. И как раз исследуя, рассказывая о женщинах, я просто увидела, что на это есть запрос, и тоже подумала, что, собственно, было бы интересно про это порассуждать именно художественными средствами. Да, и опера — это все-таки достаточно нестандартный способ исследования. То есть мы в «Умай» идем же не от жанра оперы, мы идем от темы. Потому что, в принципе, оперные лаборатории и экспериментальные оперные проекты, они все равно как-то так или иначе косвенно подразумевают, что оперный жанр надо спасать. Мы ничего спасать не собираемся в глобальном плане. А почему наше исследование этой темы будет именно музыкальными средствами? Ведь это жанр, который основан на пении, да? На слове, на человеческом голосе. Значит, у нас должны звучать женские голоса. Причем это касается не только персонажей, да, это касается самих команд, да, которые будут для нас принципиально, что авторами будут женщины, поэтому мы говорим, нам хотелось бы, и наша такая принципиальная позиция, чтобы историю женщин, голоса женщин,
делали видимыми именно женщины. Причем каждая, исходя из своей профессии. Мы здесь говорим о том, что у нас возможно сочетание женщин-драматургов и женщин-либретисток. То есть, ну, тут такой тоже, да, возможный вариант. Конечно. Да, конечно. Такие работы парами, когда продумывается сценарный план, а потом литератор, да, писательница, обрабатывает и делает, собственно, да, или поэтесса, делает, собственно, драматургический текст. Этот вариант хороший. Вот, кстати, на Казан Опера Лаб там была немножко другая система, я вначале уже обмолвилась про это. Там с самого начала, насколько я понимаю, создавались такие квартеты соавторские. Драматург, композитор, режиссер и художник. И они потом вот так четверками работали. Но у нас, скорее всего, так не получится. А мы как будем работать? А мы как будем работать? Мы знаем, как мы будем работать, но начнем-то мы явно с общих обсуждений. В любом случае у нас будет первый этап, когда, ну вот сейчас он как раз первый этап и есть, мы ждем всех, поэтому подавайтесь. Если вы женщина, вас интересует тема женщины, если вы драматург, либретист или пишете тексты, нам в этом смысле важно поддержать начинающих людей, которые чувствуют в себе силы, но им нужна дополнительная поддержка, и в этом смысле мы открыты. Мы ждем композиторов, и для нас, для нас принципиально, чтобы было представление о татарской музыке все-таки, для того, чтобы понимать, какой строй музыки, поскольку тема у нас заявлена именно татарская женщина, да, ну, а не женщина вообще. В этом смысле, конечно, у нас очень, ну, как бы четкая такая привязка и к национальной, и региональной идентичности. И мы ждем художницу. А вот, кстати, с художницей, как здесь? То есть мы ждем, вот, почему у нас, я про квартеты, почему это, ну, как бы не квартеты, и будет ли у нас условно 3 художницы или у нас какое-то другое видение? Нет, ну смотри, в отличие от Казан Опера Лаб, у нас же планируется 3 части одного спектакля, да, которые будут одним спектаклем. И, конечно, нам нужна будет общая сценография. Поэтому мы ждем всего одну художницу. Да. Найдитесь, пожалуйста. Здесь важный такой момент, о котором, мне кажется, мы до этого еще не говорили. Все-таки формат лаборатории, как правило, он и заканчивается лабораторией. Ну, то есть показываются какие-то эскизы. Для нас важно, что итоговым продуктом мы всех отбираем на этапе сбора заявок. Соответственно, те, кто пройдет дальше, все эти люди будут ставить 3 оперы, которые объединятся в единый спектакль, и он будет в репертуаре Тинчуринского театра. Создавать, да? Да. Это будут другие люди, как я понимаю. Да. Скажи, пожалуйста, про это. Я здесь только закончу свои мысли. То есть мы будем создавать единый спектакль, который будет в репертуаре Тинчуринского театра, и в нем будет 2 состава. Первый состав – это из студентов Казанской государственной консерватории, и второй состав из актеров Тинчуринского театра. Благо, ты слышала, что у нас у актеров потрясающие голоса, и да, они все поющие. Это, это особенность нашего театра. В этом смысле, мне кажется, у нас такая прям уникальная, идеальная среда. У нас есть оркестр управления Ильяса Камала, хороший оркестр с интересным набором инструментов и поющие актеры. По поводу режиссуры, при театре действует театральная лаборатория, режиссерская лаборатория, которой руководит Туфан Имамудинов, и по договоренности с ним ставить вот эти 3 небольшие оперы будут режиссеры, которые внутри пройдут отбор в этой лаборатории. То есть у них тоже свой конкурс будет? У них будет тоже свой конкурс. Отдельный от май. И мы еще очень надеемся, что к нам присоединятся продюсеры с факультета Казанской государственной консерватории, которые будут тоже продюсировать. Мне кажется, у нас такой будет любопытный формат, когда, с одной стороны, мы социальную тему даем такую возможность проявиться, быть видимой, а с другой стороны, мы поддерживаем студентов, мы поддерживаем начинающих
в своих областях специалистов, это не обязательно могут быть студенты. Так часто бывает, что ты кардинально меняешь сферу своей деятельности, поэтому это не обязательно, у нас нет никакой привязки к возрасту. У нас есть только требование одно, чтобы это были женщины, которые более или менее были бы знакомы с контекстом. Почему опера, возвращаясь, я помню про этот вопрос, почему про женщину мы именно в жанре оперы, а не в каком-то другом. Начну, наверное, для меня с самой очевидной вещи, а потом отдельно такое же личное пристрастие, про него тоже отдельно расскажу. На мой взгляд, женщина передает информацию своему ребенку и последующим поколениям через каким-то другим языком. Это язык образов, это устный язык, это язык музыки. Каждый из нас помнит колыбельные, которые нам пели мамы, бабушки. И так часто бывает, что часть информации, она куда-то уходит, но вот это ощущение невербальное, которое существует на стыке, мне кажется, как раз и звука, и телесного какого-то языка, потому что, когда я вспоминаю колыбельные, которые мне пели, и которые я уже пела как мама, я помню ощущение именно в теле. Поэтому мне кажется, что музыка, она работает как-то по-другому. И мне бы очень хотелось, чтобы мы в рамках этой лаборатории рассуждали, как. И с татарским языком за 20 век произошло много разных изменений. Прежде всего, это смена письменности, когда татарский язык сначала был на арабской графике, потом на латинице, потом перешел на кириллицу. И я помню, что часть из прабабушек моих, и вообще из поколения вот как раз прабабушек, они просто не перешли на кириллическую письменность, и, соответственно, пространство языка осталось прежде всего в рамках устной культуры. То есть фактически вся письменная культура, мы были отрезаны от поколения наших прабабушек, а, соответственно, нашей мамы от поколения своих бабушек. И вся коммуникация осуществлялась именно в пространстве музыки, колыбельных, монаджатов, которые писались на определенные мелодии. Да, это стихи, которые... есть такая традиция у татар, когда пишутся вот эти стихи, причем они устроены таким образом, что ложатся на конкретную музыку, на напев. И в этом смысле, конечно, мне кажется, что татарская культура, татарская музыка, это как раз то, что хотелось бы сегодня осмыслить, именно с точки зрения истории. Я про то, что сегодня для того, чтобы понять, кто мы есть сейчас, и даже про будущее еще пока не говорю, но и вообще и для будущего тоже, нужно присвоить свое прошлое. Мне кажется, что мы до сих пор сегодня по разным причинам не присваиваем это прошлое. Да, и складывается такая интересная историческая ретроспектива. То есть менялась татарская письменность, да, менялись алфавиты, параллельно происходила цепочка просто взрывных революций в области музыки, композиторской техники, музыкального стиля, того вообще, как слушание музыки соотносится с тем, что делает композитор, то есть насколько слушатель может воспринять то, что композитор сделал. Во многих случаях не может. А здесь такой особый мир, да, когда информация архивируется вот именно в эти формы, как бы передаваясь по женской линии. Формы пения, музыки, говора, устной речи. Она как бы вся проходит мимо письменной культуры. Да. И третий слой параллельно идет. Это то, как менялись, ну, скажем так, социальные механизмы, которые работают на поведении женщины в обществе, на ее роль. Все это происходило одновременно, это все отражение каких-то больших процессов. Вот нам было бы интересно просветить за этим. Немного рассказать про, как ты видишь про изменение роли?
Я не могу об этом рассказать, потому что это одна из тем, которую я, как со-куратор, хотела бы предложить участницам лаборатории, ну, просто как затравку для размышления. Мне кажется, что это довольно интересно. И найти какие-то параллели для композиторов, да, между эпохой и музыкальным стилем, они могут оказаться, кстати, вполне парадоксальные. И композиторам не обязательно здесь выходить за рамки того стиля, в которых она работает изначально. Вот. Это может дать совершенно неожиданный результат. Но это лаборатория. Мы не имеем готового плана, и это не ситуация, когда театр заказывает сочинение нескольким соавторам, а Ну, когда в голове все-таки эксперимент. есть какая-то концепция, у нас скорее есть предложение, на какие темы мы хотели бы рассуждать, но в итоге ни ты, ни я, ни Туфан, ни Юлдас, мы не знаем, к чему мы придем, что у нас будет. Мы знаем, к чему мы придем. Это Мы будет обязаны прийти к дедлайну. Мы обязаны прийти к дедлайну, и мы придем к спектаклю, который будет, я надеюсь, как бы в репертуаре нашего театра. Я здесь еще одну тему в связи именно почему, ну, как бы жанр оперы и музыки хотела затронуть. В воскресенье мы были на концерте вместе с дочерью и с моей мамой. Мы ходили на Дениса Мацуева, который приехал в Казань и выступал с оркестром Сладковского. И мне кажется, что это было так символично, что на этом концерте было 3 поколения женщин. Моя мама, я и, соответственно, внучка, да, и моя дочь. Потому что я помню, что в своем детстве, потому что моя мама никакого отношения не имеет к музыкальной профессии, ну, для нее было тоже важно. Я человек, который вырос в консерватории и в театре оперы и балета, и ходила на разные музыкальные концерты и училась в музыкальной школе. И как раз именно через женщину идет вот это такое, я бы даже сказала, воспитание, что ли, музыка. То есть, с одной стороны, есть вот этот пласт, за который отвечает, ну, народная культура, то есть то, что транслируется, не знаю, там, через колыбельные. Это не обязательно может быть народная культура, потому что, например, мое поколение и поколение уже моей дочери выросло, например, на колыбельных, написанных в советское время. Это, не знаю, песни там из Умки или «Луч солнца золотого» из бременских музыкантов, да, которые, ну, скажем так, поколение мам моего возраста поют своим детям. Я не знаю, будет ли дальше Варя петь эту песню, ну, то есть, когда это прервется. Вероятно, она будет петь что-то другое. Или она будет что-то другое, но при этом я могу сказать, что колыбельную «Ай было было», которую пела мне моя мама, соответственно, ей пела ее мама и так дальше по цепочке, она все равно, ну, в некоторых семьях она все равно сохраняется. То есть, возможно, ну, какие-то песни и советские, особенно полюбившиеся, они не могут транслировать. Мне здесь очень важно, что в большинстве семей именно женщина отвечает за репертуар музыкальный и за вот это музыкальное воспитание, и за формирование вкуса. Потому что все-таки, я не знаю, я бы здесь вообще порассуждала про жанр оперы, но это же какой-то такой в советское время был одновременно и элитарно, и массовый жанр, когда... То есть это, с одной стороны, я не знаю, что ты думаешь. То есть тоталитарный. Ну, возможно, и так сказать. То есть, с одной стороны, как бы это то, к чему должны были прийти массы людей, проживающих в нашей стране, а с другой стороны, все равно отводилась роль элит. Может быть, ты элита? Ну, скорее, опера была чем-то, что нужно, что должно подойти массам каким-то образом. То есть это был такой очень долгий поиск компромиссов между элитарной сущностью, простите, академической оперы и, да, и тем, что от них, да, не и каждый тем, что от нее требовалось. Прямо скажем. Вот. И это, в общем-то, нормально. Это нормально, потому что, простите, устаревает все. Особенно все, что сюжетно, да, все, что связано с речью, оно устаревает очень быстро. То есть мы не можем там
вот так прямо взять и сказать, что устарел музыкальный язык для композиторов, для академической музыки он устарел. Он не устарел для слушателя, да? Язык Моцарта или Ну, Верди. абсолютно. Вот. Более того, он становится, на мой взгляд, прости, если я употреблю это слово, попсой, потому что, ну, как бы есть определенный набор, репертуар, который на слуху, и я могу сказать даже про себя, что есть определенная радость и узнавание, когда ты можешь понять, что вот сейчас играет Гайден, а вот это Вивальди, а это Моцарт. И ну, для обычного пользователя, для обычного слушателя, мне кажется, ну, для нас, по крайней мере, музыка не устарела. Ну, во-первых, она не устарела, во-вторых, она уже воспринимается как, ну, такой довольно привычный набор, да, каких-то конвенций стилистических. Но у нас речь немножко о другом, и мне кажется, было бы очень интересно, если бы композиторки, которые придут в проект, захотели поработать с фольклорным материалом, возможно, с теми же самыми колыбельными, Или может быть, да, или или мунаджатными, то есть какими-то архаичными жанрами, что для меня, так я своему ребенку пела все, от традиционных колыбельных до, я не знаю, там, Гребенщикова, и мне кажется, так и будет происходить. Больше того... Да, кстати, я тоже пела из «Иисус Христос, суперзвезда». Вот. Когда в виде колыбельных передается и архаика, да, что-то очень древнее и традиционное, и параллельно передаются просто ценности предыдущего поколения. По-моему, эта ситуация вполне стандартна. Вот эта картинка, которую ты описал, женщин 3 поколений, которые вместе приходят на концерт академической музыки, в филармонии, мне очень нравится. Она какая-то очень правдивая и емкая. Как ты видишь, как вообще будет происходить работа? Что немножко мы можем открыть завесу? Да, кухню. Ну, прям совсем чуть-чуть, для того, чтобы, может, кого-то, наоборот, привлечь. Вот. Потому что мне кажется, что когда люди понимают рамки, когда они понимают как бы пространство, то есть где это будет, как это будет происходить, что будут делать кураторы. Я еще раз повторюсь, что кураторами, если кто-то не подключился сначала, будет Анна Сокольская, Эмжа Дусаева, Юлдас Минульна, поэтесса, и Туфан Имамудинов, режиссер Тинчуринского театра, главный режиссер. Мы должны начать с поиска ситуации персонажей конкретных. И у нас есть некоторые идеи насчет этого. Но это идея, а не директивы, да, поскольку женщины в культуре Татарстана в 20 веке играли довольно большую роль и разнообразную. То есть мы можем говорить про высокообразованных женщин эпохи модерна, да, предреволюционные годы. Здесь открою маленькую тайну, и, может быть, не очень маленькую. Для многих женщин Казани, ну, кстати, и не только, было открытием, что татарки начала 20 века получали образование в Сорбонне, в Женеве. Они не боялись того, что эти дипломы потом не признавались в России, и подтверждали свои дипломы, дабы встроиться вот в эту систему, структуру. Есть пример, когда известная Сара Шакулова, например, татарская, ее называют татарская кавалерская, вернувшись в Казань, она просто потом поехала в Москву подтверждать свой диплом математика. Пересдавать. Экзамены. Ну, собственно, тоже такая интересная. А мы сегодня ездим в Европу для того, чтобы подтверждать свои дипломы в Европе. Да, и вообще вот эта линия татарско-европейских и татарско-турецких связей, как я понимаю, она тоже довольно интересная, да, и там есть что покопать. Вот, а потом было поколение женщин, которых советская власть решила освободить. Да, и есть даже такой журнал, который назывался «До революции Сюмбике». Причем его тоже любопытная история, что его издавали на деньги купца одной женщины, которая, выходя замуж за человека, который был вдвое старше ее по возрасту, сказала: я согласна выйти замуж с условием, что вот будет издаваться такой журнал «Сюмбике».
И в советское время он был переименован и долгое время назывался Азат Хатан, что означает освобожденная женщина. И сегодня этот журнал называется снова Сюмбике. Ну и, соответственно, вот свободные женщины советского времени, освобожденные, не свободные. Освобожденные, все еще не свободные, но уже освобожденные. Это тоже очень интересный феномен, да? Это немножко про то, какие требования общества предъявляет к женщинам, как Я бы эти даже не требования общество говорила, меняются. а в большей степени именно государство. Государство, да, и общество тоже, потому что Мгм. требования, которые предъявляет общество, они никуда не делись. А к ним прибавились еще государственные. Возникает совершенно другая ситуация. Третья возникнет после Второй мировой войны, да, когда погибнет фактически целое поколение мужчин. Появится целое поколение сильных женщин. Так вот, получается, что у нас после того, как мы примем ваши заявки, вас ждет следующий этап, когда мы отправим все материалы для размышления. Я еще раз повторюсь, что завтра последний день. У нас на сайте и в наших соцсетях указана почта. Я повторюсь, это tatarsis 2021 @gmail.com. Присылайте заявки, мы ждем. И уже в апреле, Алла Берса, мы поставим спектакль.